Пам'ятаєте студентку Наталлю, яка не потиснула руку дэкану Ябацьку Вадиму Гігіну? Многія з вас цікавяцца, што з ёй, як яна, ці атрымала яна падтрымку. Наталья сирота, имела великие материальные проблемы. Я помню, была ситуация, когда только-только умерла моя мама. Мне позвонил Гигин, сам позвонил, типа, Наташа, примите мои соболезнования, я вам обещаю, я сделаю все возможное, все, что нужно. Я такая, хорошо, спасибо. После этого, когда я этой помощи не получила, декан также мне не перезванивал, там не пытался как-то объяснить ситуацию, что вот он там пытался, не получилось. Просто ничего, никакой реакции, ни ответной, ни с пояснениями ничего не было. И помощи, как следствие, тоже. И по поводу того, чтобы пожимать руку, для меня это очень интимный жест. Для меня это про уважение, про доверие, про какой-то контакт. Я его не хотела проявлять и проживать вместе с человеком, которого я не уважаю, который доставлял мне и многим другим людям очень много проблем и сложностей. И я хотела воспользоваться своей возможностью отказаться от этого. И я это сделала, так как посчитала нужным. Я очень хочу свою частную практику, психологом, свой кабинет, свое дело, чтобы вести дела так, как я хочу, как я считаю правильно, не подбинаться под бюрократию и прочее. Я бы очень хотела остаться здесь. Я хочу помогать по мере своих сил, возможностей, образования людям, которым это нужно, а сейчас это очень нужно. Но да, начинать свое дело с нуля довольно сложно. Именно с финансовой точки зрения это аренда кабинета, это какое-то время, пока не появится клиентская база. Цяпер жыццё паціху наладжваецца. Наталья уладкавалася на працу, а неабыякавыя беларусы, яе сябры і, у тым ліку, гледачы нашай праграмы дапамаглі і падтрымалі яе. На жаль, у мэтах бяспекі Наталья адмовілася здымацца ў другой частцы, але яе ліставанне да нас сведчанне таму, што падтрымка была атрыманая, что не может не тешить. Здравствуйте, да, я говорила о том, что не хотела бы снимать продолжение. Так уж правда вышло. Я правда не хотела бы лишнего внимания сейчас. По поводу благодарности я лично поблагодарила некоторых ребят, которые мне помогли, и с некоторыми даже поддерживаю отношения. Пока как-то так. Я все понимаю, но поймите и вы меня. Я действительно не готова. И мы разумеем нашу героиню. Праект «Беларусь беларусу» для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Ніводзін з нашых герояў не зламаўся. Калі вы хочаце падтрымаць іх, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна, з любога пункту свету. Лістуйце да нас. І памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога.